На следующей неделе Тайвань приступит к строительству первой из 8 новых подводных лодок собственной разработки. Это давно обсуждаемый проект по укреплению обороны острова перед лицом быстро модернизирующейся армии Китая. Тайвань, который Китай считает своей территорией, имеет 4 подводных лодки, 2 из которых еще времен Второй мировой войны и не могут сравниться с китайским флотом, который включает суда, способные запускать ядерное оружие. Известно, что на строительство данной субмарины руководство Тайваня выделило более 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Первая из подлодок будет введена в строй в конце 2024 года. В апреле 2018 года Государственный департамент США выдал разрешение, позволяющее американским компаниям осуществлять содействие в разработке и проектировании подводных лодок для ВМС Тайваня, включая передачу технологий. Программное обеспечение истребителя F-35 было заражено Китаем, заявил специалист Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис 12 ноября, сообщил новостной портал The Register. По словам эксперта, Китай скомпрометировал себя через субподрядчика, который поставлял детали для американского истребителя. Однако Льюис не рассказал подробности, как китайским хакерам удалось это сделать. Уязвимость была закрыта, и программное обеспечение было в значительной степени переписано, чтобы оно не содержало нежелательных сюрпризов. Истребитель-бомбардировщик F-35 был разработан американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель F-16 ВВС Тайваня, упавший в море 17 ноября, вскоре после взлета с аэродрома мог разбиться из-за ошибки летчика. Об этом со ссылкой на военных 19 ноября сообщает газета Taipei Times. Было зафиксировано, что все системы самолета функционировали исправно, и вероятность механических неполадок мала, приводит газета слова командующего ВВС Тайваня генерала Сян Хаудзи. В настоящее время в зоне предполагаемой катастрофы продолжается поисково-спасательная операция с участием 16 летательных аппаратов и 24 кораблей. В связи с крушением на Тайване были приостановлены все полеты F-16. Авиапарк ВВС Тайваня состоит из 150 самолетов. В Афганистане скончался главарь Аль-Каиды Айман Аз-Завахири, который в мае 2011 года заменил Усаму бен Ладена. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на сообщения в социальных сетях и афганских СМИ, которые подтвердили источники издания в службах безопасности Пакистана и Афганистана. Отмечается, что по меньшей мере 4 источника из спецслужб подтвердили смерть Az-Zawahiri по естественным причинам, которая, вероятно, произошла в начале ноября. Az-Zawahiri являлся уроженцем Египта, имел астму и острую почечную недостаточность. Германская полиция сообщила о задержании медика, который подозревается в убийстве пациентов с COVID-19. 18 ноября был задержан врач университетской клиники Эссена. Полиция подозревает, что в период с 13 по 17 ноября он убил 2 своих пациентов. Предположительно, медик вводил больным медикаменты, вызывающие остановку жизненных функций. Известно, что погибшие мужчины 47 и 50 лет на момент ввода препаратов находились в критическом состоянии. Теперь задержанный утверждает, что пациенты сами хотели без мучений уйти из жизни, а он лишь пытался облегчить их страдания. Европейская комиссия представила свой 5-летний план действий против расизма. Он предусматривает учреждение на союзном уровне должности координатора этих усилий. Толчком для инициативы послужили массовые выступления протеста, вспыхнувшие в начале в Соединенных Штатах после гибели от рук полицейских афроамериканца, а также рост движения «Жизни черных имеют значение». Мы видели кульминацию гнева в глобальных протестах по всему миру, в том числе в Европе, не в первый раз и, вероятно, не в последний. Мы надеемся, что приложив больше усилий, мы сможем изменить волну в Европе, сказала вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова.